Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Подразделению французского спецназа чудом удалось избежать гибели во время атаки смертника в районе сирийской столицы ИГИЛ, города Ракка. Стратегическая авиация России, между тем, нанесла удар чудовищной силы по Джабхат ан-Нусре. Сегодня в Алеппо погибли 30 мучеников, десятки ранены. В Астане при получении взятки арестован сын бывшего спикера парламента. Его обвиняют в многомиллионных хищениях в ходе реализации государственной программы строительства доступного жилья. Власти обещают новые аресты. Круг лиц, которые будут привлекаться к уголовной ответственности, будет расширяться. В Черногории обнародовали фамилии россиян, которые собирались убить премьер-министра и захватить власть в стране. В списке из 50 человек, помимо русских, граждане соседней Сербии. В уральском городе Катайск нянечку детского сада посадили в тюрьму за перепост запрещенного ролика с детской порнографией. Адвокаты утверждают, что это месть властей нянечки за ее прежние громкие интернет-разоблачения коррупции и воровства в Катайске. У кого чуть побольше денег пожаловаться и сказать, надо вот этого человека убрать, почему нет? Мы начинаем наш выпуск кадрами из окрестностей сирийского города Ракка, которую считают столицей ИГИЛ в Сирии. Там буквально чудом удалось избежать гибели целому подразделению французского спецназа, который участвует в наступлении на этот город. Спецназ был атакован смертниками на заминированных автомобилях. На этих кадрах автомобиль, начиненный мощной взрывчаткой, стремительно движется к позициям французов. Вы видите, как военные пытаются остановить машину из всего имеющегося у них оружия. И даже управляемая ракета не попадает в камикадзе, он успевает увернуться от удара. Но в конце концов французским военным удается поразить цель буквально в сотни метров от своих позиций. А это кадры самого взрыва. Если бы автомобиль боевика-смертника подъехал на несколько десятков метров ближе, никто из французских спецназовцев не выжил бы. Это также первое видео, из которого понятно, что военнослужащие французских спецподразделений участвуют в сухопутных наступательных операциях на сирийской территории. Российские стратегические бомбардировщики нанесли новые мощные удары крылатыми ракетами в Сирии. Их целями, по информации Минобороны России, были, цитата, склады боеприпасов, тренировочные лагеря террористических организаций «Исламское государство» и Джабхат ан-Нусра. На этот раз российские военные не уточнили точных координат попадания ракет. Российское военное ведомство сообщает, что стратегические ракетоносцы осуществляли пуски из района над акваторией Средиземного моря. До этого бомбардировщики преодолели 11 тысяч километров над Северным Ледовитым океаном и Атлантикой, чтобы не пересечь ни одной государственной границы. В воздухе они совершили 2 дозаправки. Во время ударов бомбардировщикам помогали самолеты с российского авианосца «Адмирал Кузнецов». Видео атак российской палубной авиации также распространяет Минобороны России. Вы видите кадры атак, совершенных палубными истребителями Су-33. Удары зафиксировали видеокамеры российских беспилотников. Последние российские бомбардировки в Сирии обсудили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри на своей встрече в Перу. Министр пытался убедить своего коллегу, что авиаудары по восточному Алеппо не наносились уже больше месяца. По мнению Лаврова, подчиненные Керри распространяют недостоверную информацию о действиях России в Сирии. В частности, Лавров имел в виду пресс-секретаря Госдепартамента Джона Кирби, который ранее заявлял, что российская авиация только за последние дни уничтожила 8 госпиталей в Алеппо. Мы обсудили каждый аспект проблемы Алеппо. Министр Лавров говорит, что там сейчас не бомбят. Это так? Да. Наши ВВС и ВВС Сирии работают только в провинциях Идлиб и Хомс, чтобы не допустить перетекания в Сирию отступающих из Мосула боевиков ИГИЛ.
Господина Джона Кирби не было здесь, поэтому я решил в его отсутствие не жаловаться на него, его начальнику Джону Керри. В свою очередь, повстанцы в Восточном Алеппо утверждают, что новые российские авиаудары достигли максимальной мощности за все последние месяцы. Есть сообщения о попадании крылатых ракет в жилые кварталы. Телеканал «Аль-Джазира» сообщает, что в результате взрывов российских ракет в Восточном Алеппо за сутки погибло более 80 человек. Старый город Алеппо стал мишенью для российских ракет. Все вокруг разрушено. Повсюду жертвы и раненые. Сегодня в Алеппо погибли 30 мучеников, десятки ранены. В Казахстане очередной громкий коррупционный скандал с участием родственников высокопоставленных чиновников. За получение крупной взятки задержан сын бывшего спикера парламента. Антикоррупционная служба заявляет, что разоблачение продолжится. Репортаж Айнур Коскиной. Это оперативное видеозадержание с поличным сына экс-спикера, а ныне депутата Нижней палаты парламента Кабибулы Джакупова, набрало массу просмотров. Возмущению пользователей социальных сетей не было предела. Еще бы, заместитель председателя правления акционерного общества «Байтерек Девелопмент» Аслан Джакупов был задержан за систематическое получение взяток в особо крупных размерах. Его подозревают за лоббирование интересов строительных компаний при возведении арендного жилья в регионах в рамках госпрограммы «Нурлы-Жол». Давно существующая коррупционная схема, куда вовлекались все руководители практически этого общества. Программа «Нурлы-Жол», вы знаете, это приоритетная программа для нашей страны, поэтому мы постоянно держали оперативный контроль над распределением средств. Поэтому я думаю, что круг лиц, которые будут привлекаться к уголовной ответственности, будет расширяться. Следствие это покажет. Так же, как и регионы, так же, как и предприниматели, которые платили систематическую взятку. По данным Национального бюро по противодействию коррупции, преступная схема, в которую были вовлечены 13 предприятий, была распространена по объектам строительства в 6 городах страны. Кроме Асана Джакупова, при получении взятки в сумме 28 миллионов тенге задержаны его 2 подчиненных. Весной этого года имя Аслана Джакупова всплыло в так называемых панамских документах, как владельца компании, зарегистрированной в Люксембурге. А его родной брат Джаслан Джакупов был указан в панамском досье как бенефициар компании «Валеро Менеджмент». О чем говорить? О чем говорить? Сильно ли это? То есть вы имеете отношение к спискам контрольных вообще? А вы ознакомились с списками? Нет. Депутата Джакупова на рабочем месте нет. Где находится его шеф, не знает и помощник. А где его можно увидеть? Не знаю. Между тем, коллеги Кабибулы и Кабеновича считают, что отец не должен отвечать за поступки сына. Я считаю, что эти вопросы о депутатстве Кабибулы Кабеновича и вопросы, связанные с следствием его сына, это разные вопросы. Их нужно рассматривать, наверное, не нужно рассматривать вместе. Я думаю, что это не обязательно чей сын, а самое главное, какой проступок тот или иной гражданин республики совершает. И он должен отвечать сам за себя. Это уже не первый скандал с участием взрослых сыновей депутатов. Месяц назад бывшая сноха другого экс-спикера Мажилиса Бахытхожи Исмухамбетова обвинила отца своих 3 несовершеннолетних детей в систематической невыплате алиментов. Но скандал никоим образом не повлиял на карьеру ее бывшего свекра. Выйдет ли сухим из воды Кабибулах Джакупов, покажет время. Люди совершеннолетние, дееспособные, правда же, да, знают закон, знают, какие могут быть последствия за нарушение закона. Здесь же вопрос так надо ставить. Айнур Коскина, Ганизат Успанов. Настоящее время. В Кыргызстане началось массовое биркование. Иными словами, идентификация домашних животных. У каждой коровы, лошади или овцы будет своя бирка с номером и штрих-кодом. Как говорят специалисты, точный учет скота – это крайне важно для всей страны. Биркование поднимет уровень развития скотоводства в стране и позволит лучше контролировать опасные инфекции. Шавкат Тургаев с подробностями. 10-летняя корова Зорька то и дело вздрагивает от вспышек фотокамеры, гомонящей вокруг нее толпы. Она не догадывается, какая важная миссия возложена на нее в эти минуты. Пара ловких движений ветеринара и 2 желтенькие бирки, словно серьги, повисли на буренке. Видно, что ей это не по нраву. Корове Зорьке повезло в истории Кыргызстана. Она вошла как первое идентифицированное животное. На ее уши закрепили 2 номерка. Это на случай, если один из них упадет. Вот как мы с вами можем увидеть, у нее стоит номер 1.
Реализация программы по идентификации животных стартовала с 3-летним опозданием. Не сразу нашли на нее деньги. Но сегодня дело сдвинулось с мертвой точки и, по мнению членов правительства, принесет стране немало выгод. Контролировать эпизоотическую ситуацию станет тоже намного проще. Ключевой целью внедрения является повышение экспортного потенциала страны по продукции животного происхождения, создание возможности отслеживания движения поголовья животных и продуктов животного происхождения, а также возможность адресной поддержки, льготного кредитования экспорта ориентированных предприятий. Весомый вклад в старт программы сыграла ПРООН. Она подготовила специалистов, которые выйдут в регионы и уже на местах передадут полученные навыки и знания по биркованию животных тамошним ветеринарам. Наша, конечно, мечта заключается в том, чтобы эти знания потом претворялись в жизнь, обеспечили эффективную работу всей фитосанитарной системы, в определенной ее части, конечно, и санитарной, и ветеринарной. А вот за бирки придется заплатить самим животноводам. Это может не понравиться особенно тем, у кого большие стада. За одну голову придется отдать около $2. Вот эта бирка, например, для крупного рогатого скота стоит где-то 27 сомов, 80 тинов. То есть, если округленно, давайте 30 сомов, да? 40 сомов стоит эта бирка. А услуга частного ветеринара, регистратора, где-то может быть 30 сомов. Объем производства мясной продукции в Кыргызстане за годы независимости упали на 80 тысяч тонн в год. В правительстве надеются в ближайшие годы исправить эту ситуацию, в том числе и за счет идентификации скота и огромного рынка ЕАЭС. Шавкат Тургаев, Азат Интымаков. В настоящее время Кыргызстан. Далее в программе. В Черногории обнародовали фамилии россиян, которые собирались убить премьер-министра и захватить власть в стране. В списке из 50 человек, помимо русских, граждане соседней Сербии. В уральском городе Катайск нянечку детского сада посадили в тюрьму за перепост запрещенного ролика с детской порнографией. Адвокаты утверждают, что это месть властей нянечки за ее прежние громкие интернет-разоблачения коррупции и воровства в Катайске. У кого чуть побольше денег пожаловаться и сказать, надо вот этого человека убрать, почему нет? Названы имена россиян, которых подозревают в подготовке государственного переворота в Черногории. Заказчиками несостоявшихся терактов и покушения на премьера страны Мила Джукановича, по данным ведомства, были некие Эдуард Широков и Владимир Попов. Они якобы координировали действия сообщников из соседней Сербии. Ранее Черногорская прокуратура заявляла, что, цитата, «российские националисты планировали захватить власть в стране в день парламентских выборов 16 октября». Утверждалось, что заговорщики были намерены убить премьер-министра страны. Переворот, по версии следствия, был спланирован, чтобы не допустить активной деятельности Черногории в НАТО. Хронологию событий попыталась восстановить Екатерина Бучнева. В 2014-м сербский националист Александр Саша Синджелич воевал в Донбассе, а 2 года спустя получал в Москве инструкции по организации переворота в Черногории. Об этом сегодня заявила Черногорская прокуратура. Она назвала имена 2 россиян, которые якобы и давали указания Синджеличу. Вместе с инструкциями некие Эдуард Широков и Владимир Попов якобы передали сербу 200 тысяч евро. На них он должен был закупить оружие и набрать в Черногории людей, которые в день выборов должны были штурмовать парламент и убить премьера. Их планы нарушила черногорская полиция. По подозрению в причастности к готовящимся терактам она задержала 20 человек. Командовать заговорщиками, по данным Черногорской прокуратуры, должен был бывший глава сербской жандармерии Братислав Дикич. С Синджеличем он мог познакомиться еще 10 лет назад в тюрьме города Ниш. Там Дакич усмирял бунт заключенных, поднятый Синджеличем. На этих кадрах видно, как они ведут переговоры. Принеси им стражарima и надзорницima. Нема палиce, люди! Дай им исходник там, нека почне. По версии следствия, русские заказчики выдали Синджеличу 2 телефона Lenovo. Один из них он должен был передать Дикичу. Накануне выборов тот приехал из Сербии в Черногорию и встретился с посредником Мирко Велимировичем. Он и передал Дикичу телефон, после чего был задержан. Адвокат Дикича говорит, что его подопечного подставили. Он приехал в Черногорию, чтобы наблюдать за ситуацией, потому что у него есть политическая организация «Патриотическое движение Сербии». Он приехал общаться с людьми, наблюдать за
выборами. Он должен был ехать в церковь, в Острог. Он не говорил по этому телефону, ничего не знал. У него просто не было связи в Черногории из-за его сербской сим-карты. А этот человек сказал: давай я тебе дам телефон, а то у тебя нет связи, а ты будешь на связи с нами. Основанное Дикичем патриотическое движение Сербии организовывало антинатовские митинги, выступало за сближение с Россией и контактировало с российскими политическими силами. Так, например, в марте Дикич посетил Москву и получил почетную грамоту из рук Юрия Мацуленко, главы фонда «Правопорядок и щит» и зампреда Консультативного совета общественных объединений партии «Единая Россия». Впрочем, адвокат Дикича все отрицает. Он говорит, что его подопечный ездил в Россию лечиться и никаких россиян не знает, в том числе названных Черногорской прокуратурой Широкова и Попова. По данным ведомства, они могли руководить подготовкой переворота из Белграда. В октябре сербский премьер-министр заявил, что спецслужбы действительно задержали неких иностранцев, причастных к черногорским событиям. По данным издания «Данос», это были россияне, которых депортировали из страны после визита в Белград экс-главы ФСБ Николая Патрушева. Газеты связали его визит с освобождением россиян. Он якобы ездил улаживать скандал. Белград и Москва такую версию отрицают. Но с каждым днем в деле о неудавшейся революции в Черногории появляется все больше русских следов. Екатерина Бучнева, «Настоящее время». В России очередной срок за репост. На Урале посадили в тюрьму нянечку детского сада. Евгения Чудновец из города Катайск, сама того не зная, разместила в социальной сети запрещенный к показу ролик. Арест вызвал небывалый резонанс. На ее сторону стали правозащитники, а руководитель Следственного комитета поручил провести специальную проверку, рассказывает Екатерина Пономарева. Я даже передачки раньше до этого не делал. С гражданским мужем Евгенией Чудновец Андреем мы встречаемся на парковке возле аэропорта Екатеринбурга в 5 утра. За окном минус 30, поэтому говорить приходится прямо в машине. После того, как его жене вынесли приговор, у него ни минуты свободной. Он только вернулся из СИЗО, отвозил ей вещи, встречался с адвокатами. И вот летит в Москву на ток-шоу. Он верит, если расскажет всем, как было по правде, Женя выйдет из тюрьмы. Не верил, что можно... Это же не распространение на самом деле репост, ну вот как я считаю. Это просто она указала, получается, ссылку на первоисточник. Человек нажал 2 кнопочки ради того, что просто возмутился, что происходит на этом видео вообще. Евгению Чудновец, нянечку детского сада в декрете, маму 3-летнего мальчика Льва, посадили на полгода по статье «Распространение детской порнографии». Она репостнула видео, на котором, как позже выяснится, воспитатели одного из детских лагерей под Катайском заставляли ребят раздеваться перед камерами. Запрещенное видео удалили из сети буквально за считанные минуты, авторов посадили, а следом возбудили дело против Евгении. Ее родные предполагают, что эта судимость может быть местью за другие ролики, которые девушка уже сама выкладывала в сеть. Девушка, снимать нельзя, вы понимаете? Вы понимаете, что продавать такой фарш нельзя? Фарш свежий. Вам показать документы? Так покажите, покажите его. Так мне вот фарш нормальный. Смотрите, он весь гнилой. Евгения проводила контрольные закупки в магазинах Катайска и снимала нарушения на видео. У роликов сотни просмотров. Понятно, что не всем бизнесменам в маленьком городе такая гражданская активность нянечки в декрете была по душе. Ее сестра Елена, опасаясь последствий, просит не показывать лица на интервью. Но люди, которые, возможно, как она говорит, упекли ее туда, они есть... Это могла быть месть, не знаю, за то, что она там проводила какие-то ревизии по магазинам. И это, скорее всего, тоже сыграло, потому что Катайск город небольшой, все друг друга знают, и кому-то, у кого чуть побольше денег, пожаловаться и сказать, надо вот этого человека убрать, почему нет, это везде есть. На хорошего юриста у семьи не было денег. Дело Евгении вел защитник по назначению суда. Уже после приговора за дело взялся Алексей Башмаков, адвокат правозащитной группы «Агора». Бесплатно. Он уже вел и ведет похожие истории. Уральские следователи за последний год сдали не одно интернет-дело. Да Чудновец за проукраинские репосты в сети условный срок получила мать-одиночка Екатерина Вологжанинова. Ждет суда Руслан Соколовский за ролик, в котором он ловит покемонов в храме и его обвиняют в экстремизме. Это обычная следовательская штамповка. Следователь себя не утруждал вообще ничем, никаким доказыванием. Здесь нет никакого состава преступления, как раз вот исключена вот эта цель. Другие мотивы абсолютно были у человека. Там, я думаю, что в этой группе, в закрытой, куда она делала репост, никто не возбуждался, не удовлетворял свои сексуальные потребности, видя 3-секундный вот этот ролик. Это просто какой-то абсурд. Алексей говорит, будет добиваться для Евгении полного оправдания. Он был у нее в СИЗО, приговор обжаловали. Андрею от нее он отправил письмо, сфотографировал 4 страницы рукописи, где есть строчки для каждого российского интернет-пользователя. И она пишет, вот, если получится у тебя, передай мои слова.
Будьте крайне осторожны в интернете. Сейчас такая ситуация, что правительство старается взять под контроль все, что происходит в сети, и поэтому такие жестокие наказания. Люблю тебя всем сердцем, Женя. Екатерина Пономарева для настоящего времени. В Минске открылся кинотеатр для слепых. Энтузиасты собрали деньги и провели так называемую аудиодескрипцию – специальное описание фильмов, позволяющее людям, воспринимающим мир на слух, увидеть происходящее на экране. Проект профинансировали бизнесмены и зарубежные фонды. Напомним, что подобный кинотеатр недавно был запущен и в Казахстане. Перед кабинетом профессора Йен. На стульях незрячие подростки, рядом женщины и мужчины. Из кабинета выходит доктор в белом халате. Это кадры из фильма «Только представь» польского режиссера Анджея Якимовского. Главные герои ленты слепы. Точно так же, как и многие зрители, которые пришли на премьеру. Ленту презентовали на недавно прошедшем фестивале «Листопад». Фильм озвучивали для слепых на средства польских спонсоров. Владимир Лисовский описывает то, что происходит в кадре. Говорит в тот момент, когда анимационные герои молчат. Баба-Яга ляжит на ложку под ковдрой, колотится. Заходит Пилипка. Важно, чтобы текст совпал с картинкой. Это самое сложное в процессе аудиодескрипции. Одним из первых Владимир озвучил старого доброго Буратино. Когда дети стали отзываться о фильме, стали говорить, что мы как бы его раньше-то слушали, но многие моменты для нас были скрыты. И вот благодаря именно аудиодескрипции мы поняли многих персонажей, почему они так именно поступили, почему они так говорили. Вот это просто как-то мурашки по коже, честно говоря, от этого. Кроме диктора в команде, которая работает над фильмом, не менее 5 человек. Аудиодескрипторы, они пишут комментарии, незрячие консультанты, они текст оценивают, редактор и звукорежиссер. Весь процесс обходится в Беларуси примерно в 1900 рублей, $1000. Ведь у нас работают люди на энтузиазме. Аудиодескрипторы, это не работают просто бесплатно. А редактура тоже бесплатно. Точно так же бесплатно диски с фильмами попадают потом в специализированные библиотеки для слепых по всей Беларуси. Изначально все это инициатива одного человека, журналиста Олеся Калоши. Зная проблемы незрячих и сам имея проблемы большие со зрением тоже, я понимаю, как это очень важно донести образцы культуры, кинематографии для людей, которые не видят. По данным Белорусского товарищества инвалидов по зрению, людей, которые нуждаются в аудиодескрипции, в республике более 30 тысяч. Многие не понимают и половины того, что происходит на экране во время демонстрации обычного фильма. Кинотеатр потихонечку становится доступным для людей с нарушением зрения. Это еще, на мой взгляд, очень важно и в целом для развития гражданского общества. Общественная организация Олеся Калоши заключила с киностудией «Беларусьфильм» договор об издании 12 фильмов для слепых. Но кризис процесс приостановил. Денег на следующую ленту «Дикая охота короля Стаха» у создателей нет. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте karenTime.tv. Мы благодарим вас за внимание и прощаемся до следующей недели. Всего доброго.